По большому счету, в принципе, ниша пентабиона, она очень известна с точки зрения фармацевтики. Вы все прекрасно знаете, что пожилым людям, да и не важно, господи, не только пожилым, кому угодно, при использовании антибиотиков назначают в дополнение какой-то продукт. Знаете? Какие это продукты? Из какой это группы? Правильно, лакты и бифидобактерии. А что такое лакты и бифидобактерии? Это наша условно-патогенная флора, которая всегда должна жить в нашем кишечнике. Ася говорила на своей презентации, что когда человек использует антибиотик, антибиотик убивает как здоровую флору, так и нехорошую флору, да, то есть все убивается. Именно для этого, когда врач назначает какую-то антибактериальную терапию, он рекомендует восполнить как раз убийство этих микробов в дополнение какой-то уже концентрации лакты и бифидобактерий. Вот, собственно, в принципе, ниша она очень известна. Единственное, есть проблема, что лакты и бифидобактерии, они поставляются в наш организм, если мы говорим про фармпрепараты, разными двумя способами. Первый способ – это когда лактобактерии попадают живыми к нам в организм и начинают размножаться. Единственная проблема, что мы все же индивидуальные, и эти лактобактерии чаще всего, в большом очень процентном случае, они не выживают. И естественным путем, то есть точно так как они попали, они выходят из нашего с вами организма. А есть второй путь, когда лакты и бифидобактерии попадают в наш организм в своей спящей, скажем так, форме. То есть они поставляется питательная среда для выращивания своих лакты и бифидобактерий. Это совершенно другой путь. Собственно, он тоже есть среди фармпрепаратов. И обычно они разделены, либо это живые бактерии, либо это вот как бы питательная среда для того, чтобы вырастить свои. Пентабион, он в своем образе, он уникален. Почему? Следующий слайд. Мы к нему вернемся, следующий. Почему? Потому что вы видите, что пентабион это про плюс пребиотик. Что такое пробиотик? Пребиотик – это когда мы говорим о питательной среде для лакто- и бифидобактерий, а пробиотик – это как раз живые бифиды и лактобактерии. Когда мы говорим о то плюс то, это значит такое слово, как симбиотик. Я уверена, что вы его не слышали с экрана, но в принципе где-то там периодически мелькало, но это комплексный препарат. Это 2 в 1 относительно любых линоксов, реафлор, которые продаются в аптеке. Знаете такие препараты? Наверняка, знаете, не стесняйтесь, даже несмотря на то, что это важно. Но я уверена, что не слышать линокс, но это невозможно. Все прекрасно знают, что такой препарат есть, как минимум. Не надо его использовать, но он есть. Это факт. Так вот, это комплексный комбинированный препарат. То есть это на сегодняшний момент, если вот, например, тот же пентабион поставить в аптеке, он разлетится, потому что, ну, такого где-то есть, об этом просто очень мало, ну, как бы, очень маленькая дистрибьюция такого препарата. Так вот, пентабион это бифидобактерии, лактобациллы, бактерии пробиобактериум и стрептокок, который тоже должен быть условно-патогенной флоре в маленькой концентрации. Хитозан как сорбент, вы помните, хитозан это очень важно для того, чтобы, опять же, никаких гадостей у нас в кишечнике не осталось. Вернемся на один слайд назад. Для чего нужен пентабион? Это, если человек использовал антибактериальную терапию, да, это понятно, если это антибиотики. Устранение воспаления, это если вдруг, не дай бог, гастрит, колит, энтероколит, все что угодно с окончанием «ит», и мы понимаем, что это желудочно-кишечный тракт, пентабион. Нормализация всасывания, детоксикация, если, опять же, человек отравился, к сожалению, и тяжело восстанавливается, обязательно. После отравления пентабион в данном случае показан. Плюс профилактика пищевых аллергий, псевдоаллергий, это, наверное, ну как бы в том случае, если мы говорим про пищевую аллергию. Понятно, да? Если на морковь аллергия, съели много моркови, они знали, что это морковь, например, но все равно съели. И вот в этом случае действительно он тоже показан. И коррекция состояния он вообще сделал. Почему вот так вот он начинает что-то шалить?